эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух граждан 37 и 42 лет в совершении преступления похищения человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. В начале августа 2019 года обвиняемые, проезжая на автомобиле, увидели мужчину, который оказался знакомым одного из них. В этот момент у него на почве старых обид и личных неприятных отношений возник умысел похитить его. Обвиняемые остановили автомобиль рядом с потерпевшим и против его воли затолкали его в салон. Мужчину привезли потерпевшего по Вилюйскому тракту. По пути следования обвиняемые несколько раз ударили потерпевшего. Доехав до 14 километра Вилюйского тракта, свернули на поляну недалеко от дороги, где вдвоем стали наносить мужчины удары, в том числе деревянной палкой. Впоследствии судебно-медицинской экспертизой установлено, что мужчине причинена средней тяжести вред здоровью. Продолжая свои преступные действия, обвиняемые посадили избитого мужчину на заднее сиденье автомобиля и выехали обратно на проезжую часть, где были остановлены сотрудниками ГИБДД, которые освободили потерпевшего. Оба обвиняемых имеют судимости. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство. По версии следствия, утром 1 января 2020 года обвиняемый, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес своему сыну с умыслом на убийство не менее 4 ударов ножом в грудь и 1 удар в область правого плеча. Потерпевший не погиб в результате того, что дочь обвиняемого отобрала у него нож, а мать, имея медицинское образование, оказала ему своевременную квалифицированную помощь. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. В дежурную часть второго отдела столичной полиции обратился охранник одного из торговых центров с заявлением о краже своей сумки. Потерпевший пояснил, что ушел на утренний обход здания, а вернувшись, обнаружил, что его сумка с личными вещами похищена. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 58-летний мужчина. Подозреваемый, прогуливаясь по торговому центру, заметил сумку на столе, которая находилась в свободном доступе. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он тайно похитил имущество и покинул торговое помещение. Подозреваемый признался в содеянном. Со слов мужчины, найденные в сумке деньги он потратил на личные нужды, а саму сумку выкинул. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали 3 жителей республики, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У злоумышленников изъяты наркотические и психотропные вещества в крупном размере. В ходе личного досмотра, проверки автомобиля и квартиры полицейские обнаружили и изъяли 12 упаковок так называемых аптечных наркотиков, 16 свертков с веществом темного цвета и 52 грамма синтетики, а также пакет с грибовидными плодами. В результате проведения экспертно-криминалистического исследования установлено, что данный вид грибов содержит в своем составе галлюциногенное вещество псилоцибин. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля на Вилюйском тракте города Якутска были задержаны 2 мужчин. При досмотре внедорожника обнаружено и изъят пакет с марихуаной весом около 30 граммов. Установлено, ранее неоднократно судимые, в том числе и за незаконный оборот наркотиков, уроженцы Хангаласского и Момского района, действуя умышленно, планировали распространять запрещенные вещества на территории республики. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Прокуратура Якутска провела проверку по обращению о нарушении трудовых прав несовершеннолетнего. Подросток 2003 года рождения в августе 2019 года был устроен разнорабочим на строительный объект в 202 микрорайоне. По указанию одного из разнорабочих несовершеннолетний поставил свою подпись в журнале регистрации водного инструктажа, регистрации инструктажа на рабочем месте, выдачи на ряд заданий. Ему выдали каску как средство индивидуальной защиты. 19 августа несовершеннолетний, производивший работы по покраске, упал с высоты и был доставлен в больницу с множественными травмами. В результате проверки прокуратура в целях, в том числе обеспечения получения ребенком компенсационных выплат, обратилась в суд в его интересах о признании отношений трудовыми. Ответчик в суде не признал трудовые отношения с несовершеннолетним и настаивал на том, что для выполнения работ привлекались работники иной подрядной организации. Вместе с тем прокурор, участвовавший в рассмотрении иска, предоставил суду достаточно доказательств, и суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил его требования. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.